Это программа «Дай почитать» и ее ведущий Борис Павлович. В объективной реальности я художественный руководитель театра на Спасской, но в эфирном пространстве «Эхо Москвы» я говорю только о книгах, новых, странных, необычных. Раньше, кстати говоря, я уже говорил о том, что нет ничего приятнее, чем заниматься не своим делом. Вот вам живой пример. Книга Мэтью Фредерика «101 полезная идея для архитекторов». Не думаю, что сейчас нас слушает так уж много профессиональных архитекторов, но эта книга наверняка доставит массу удовольствия каждому из вас. Начать с того, что она издана в форме стильного блокнота, заполненного остроумными картинками с подписями. Одна страничка, один совет. От совсем элементарных, как провести линию, до тонких рекомендаций по выработке своего стиля. На первый взгляд все носит специальный оттенок. Книга пестрит балконами, лестницами, этажными планами, видами сверху и сбоку. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что идеи остроумных архитекторов могут быть полезными в практически любом деле. Послушайте. Если вы не можете объяснить свои идеи бабушке на понятном ей языке, значит вы в недостаточной степени владеете предметом. Если вы хотите наделить пространство особым свойством, если вы хотите наделить пространство особым свойством, проследите, чтобы это свойство действительно присутствовало. Если вы хотите, чтобы стена казалась толстой, сделайте так, чтобы она была толстой. Если потолок должен быть высоким, пусть он будет реально высоким. Такие, казалось бы, элементарные вещи, да еще и снабженные наглядными иллюстрациями, складываются в цельное и крайне позитивное послание. Любое, даже самое сложное и ответственное дело состоит из простых вещей, и самое главное – не бояться быть наивным. Добейтесь красоты с помощью взаимодействия простых элементов, а не излишней перегруженности ими. Неужели это относится только к архитектуре, а не имеет отношения к написанию компьютерных программ, составлению бухгалтерского отчета или постановке спектакля? Листая эту книжку, все время подпрыгиваешь от того, как легко пройти мимо лежащих на поверхности очевидностей. Если вы сделаете перепад между помещениями в одну ступеньку, люди гарантированно будут о нее спотыкаться. Или делайте 3 ступеньки, или не делайте их вовсе. Информированная простота. Так автор называет состояние профессионала, которому уже не нужно прибегать к сложным элементам, чтобы добиться нужного впечатления. Кстати говоря, мой педагог по режиссуре, который до этого учился на конструктора, рассказывал, что их мастер, принимая чертежи, бросал на чертеж первый взгляд, и если видел, что чертеж некрасивый, он сразу говорил: иди пересчитывай, там точно есть ошибка. Если ошибки нет, чертеж будет прекрасным, даже на первый взгляд, как картинка. Итак, зачем же нужно каждому купить и регулярно пролистывать эту книгу? Чтобы увидеть собственное дело в неожиданном ракурсе и рассмеяться от того,